Как так? А вот так. Все, ТикТок больше не в тренде. Завариваю дошик, параллельно заказываю дефибриллятор с Авито, надеюсь успеет. БУ, нормально. И стоит почти как 3 танго. А что, скоро врачи без QR-кода реанимировать откажутся. Поэтому остается надеяться только на себя. Пожалейте старого, мне 19 лет. Я каждый день ловлю флешбеки с лагеря совенок и слушаю саундтреки с Мадагаскара, думая, что он вышел в прошлом году. А потом вспоминаю про всю эту самоизоляцию и вновь впадаю в глубокую депрессию. Благо с экзистенциальным кризисом мне помогает справиться Кола, за что я большое уважение и респект. Но мы сейчас не об этом. Сплю я, значит, такой, и снится мне сон. В нем и я, Даня Милохин и Рикардо записываем тиктоки, чтобы стать еще популярнее и знаменитее. Но вдруг Рикардо оборачивается и говорит мне: где ты, пчела? А я ему: да здесь я, братан, ты что, не видишь? А он мне такой: да нет тебя, тут ты в Сибири. Ни хрена себе. Просыпаюсь, смотрю в окно, а там снег лежит и надпись какая-то над полем висит. А потом я понял, что каким-то образом во сне я попал в альтернативную временную линию, где что-то пошло не так, и я стал успешным тиктокером. Но много просмотров не набрал, спился, умылся, побрился, зубы почистил и начал анализировать, что я сделал не так. Захожу в ТикТок, а там меня мужик какой-то встречает. Высокий, стройный, культурный. Тут съемка видео запрещена. Понял? YouTube не бан. Я был очень удивлен, когда увидел настоящие музыкальные туториалы. И оказалось, что они тут пользуются большим спросом, поэтому я сделал тоже. Ребята, я тут один ТикТок нашел, вы будете просто в шоке. Смотрите. Погнали дальше. Ай-яй-яй. С виду солидные казахи. И имя нормальное. А вот что творят. Я возмущен уровнем насилия в ТикТоке. У людей нет совести, нет сострадания. Нет пива! Ужас. Удаляют ТикТок.